Здравствуйте! В Республике Молдова сегодня, 30 октября, проходят президентские выборы. На протяжении всего дня телекомпания АТВ будет информировать о ситуации в избирательных участках, как голосуют жители автономии. В студии работает Елена Ротарь. Миссия наблюдателей от Межпарламентской ассамблеи государств-участников Содружества независимых государств осуществляет мониторинг открытия избирательных участков и всего избирательного процесса с 6 часов 45 минут до 21. Около 70 наблюдателей посетят приблизительно 150 избирательных участков на территории страны для наблюдения за ходом выборов, включая и процесс подсчета голосов. Все выводы миссии будут включены в отчет, который будет представлен после выборов. В Гагаузской автономии с 7 часов утра открыты 69 избирательных участков. В выборах главы государства участвуют 9 кандидатов. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию посмотреть, как проходят выборы в Камрате на избирательном участке номер 7. Вот и пришло 30 октября, день президентских выборов. Этот день для многих очень долгожданный, так как 20 лет народ не мог выбирать президента. Сегодня есть такая возможность. Мы находимся на центральном избирательном участке города Камрат номер 7. С самого утра люди не поленились прийти и отдать свой голос. Избиратели сегодня приходят голосовать с большой надеждой, так как, по их мнению, именно народ должен избирать нового главу государства. Каждый верит, что ситуация в стране изменится, если президентом станет человек, который изберет верное направление развития государства. Результат это будет, как будет голосовать народ, да, и как будет требовать руководство, чтобы они не меняли. Ну, я надеюсь, стараюсь, чтобы были честные, чтобы люди все были довольны. И, все мы, чтобы было все хорошо. Мы видим, что в последнее время постоянное перетягивание коня то на восток, то на запад. Мы должны в конце концов понимать, что мы должны работать за нашу Молдову, за национальную наше будущее нашей Молдовы. И там, в ту сторону работать, в той стороне, где нам будет выгодно для нашей республики. Это должны все понимать и в конце концов с этим посылом идти прямо. Обязательно нужно? Обязательно нужно. Я думаю, право голоса. Во-первых, некуда продавать нашу продукцию, что в Молдове растет. Европа, что у них своих, как сказать, у них свою продукцию никуда девать. Выбрасывать помидорами, бросаются, пачкаются. А в Молдове куда деть помидоры свои? У нас Горького есть. У нас есть Горького. Нет. Ленина. Ну-ка, смотрите. Дом культуры. Дом культуры. Пойдем туда. Да, там. С 7 часов в Гагаузии открыты 69 избирательных участков. К 9 часам уже было известно, что проголосовало 5441 избиратель. В Камратском районе проголосовало 4,7% избирателей, в Чадырлунском районе 3,5% и в Волконежском районе 4,3%. Подробнее о голосовании расскажет председатель Центральной избирательной комиссии Иван Комур. На 7:00 все 69 участков были открыты вовремя. Работа идет в обычном режиме. На
9:00 уже известно количество проголосовавших. В целом по Гагаузии составляет 5441 избиратель, что составляет 4,1%. В разрезе районов Камрадский район 4,7%, Чадарлунский район 3,5% выход и Вулканежский район 4,3%. Каких-либо жалоб, заявлений в настоящий момент в адрес окружного избирательного совета номер 36 не поступало. Все вопросы решаем по ходу. Это обычный рабочий процесс. Я думаю, что в настоящий момент на 9:00 это приблизительно та явка, которая обычна для Гагаузии. И обычно ближе к обеду или к 6 часам будет более такой наплыв явки избирателей. Из числа наблюдателей, которые в настоящий момент находятся в окружном избирательном совете, это представители от Промалекс. На избирательных участках находятся наблюдатели, которые были аккредитованы от нашей партии, от партии социалистов. По возможности избирательные участки были оборудованы таким образом, чтобы соответствовать требованиям к избирательным участкам. По возможности были оборудованы пандусы, но это, к сожалению, очень ограниченное количество. Поэтому, если есть какие-то вопросы по доступу избирателей к избирательным участкам, всегда будет обеспечено право избирателей на участие путем, скажем так, выездной урны на голосование по месту нахождения. Все отделения документирования и учета населения государственного предприятия регистру будут работать в это воскресенье 30 октября с 7 часов до 21 с целью выдачи удостоверяющих личность документов, необходимых для участия в выборах. Отделения, которые по графику открыты в каждое воскресенье с 9:00 до часу, будут оказывать и другие услуги, входящие в их компетенцию, помимо оформления временных документов. Это пока все новости на этот час. Следующую информацию телекомпания АТВ представит в 2 часа. Оставайтесь с нами.